Здравствуйте! На Первом национальном телеканале «Осетия и Рыштон» проект о людях и для людей. Гости эфира – самые разные герои, те, кто оставил свой неизгладимый след в истории, культуре и общественной жизни Осетии. Те, кто составляет ее гордость сейчас и будет прославлять дальше. Надеемся, в нашем проекте каждый будет себя чувствовать легко и непринужденно в своем кругу. В современном мире, чтобы попасть в шоу-бизнес, порой достаточно влиятельного покровителя, финансов или так называемого хайпа. И талант тут дело десятое. А во времена, когда у нас в стране о шоу-бизнесе не имели понятия, попасть на сцену, на экраны было сложно даже очень одаренным исполнителям. Но те, кому это удалось, и становились настоящими, а не дутыми звездами. Сегодня в своем кругу собрались именно такие люди, всенародно любимые артисты, благодаря которым в том числе создавалась профессиональная осетинская эстрада. Жарда акшывдар дарт фантазуры, палачи жагзан раш. Грузын гаймама хамонт худы, авишу загагмаш. Здравствуйте, спасибо, что сегодня вы пришли к нам в студию. Тамара, ну вот до нашего эфира вы произнесли такую фразу. Эх, вот бы сейчас на миг вернуться в то время. Что это за время для вас было? Ой, прям мурашки у меня вот по телу. Это время было золотое время. Золотое потому, что люди работали, с такой любовью относились к работе. Это не передать. Это то поколение, которое по-настоящему любили искусство, отдали молодость, здоровье этому труду, этому искусству. А вот вы скучаете по поколению, действительно по времени, или все-таки по своему внутреннему состоянию, по юности, по молодости? Там Хотя и вы сегодня молодость, и молодая внутреннее женщина, состояние, красивая. внутреннее отношение к работе, внутреннее отношение. А время, конечно, дает о себе знать. Но вот сравнивая вот мое время и сегодня, сейчас техника настолько развита, все возможно. Тогда мы ждали камеру неделю-две, чтобы выехать и снять передачу. А сейчас все есть. Но вот живые передачи,
когда ты приглашаешь участников фестиваля, и во дворе люди, какое ты удовольствие сама получаешь, какое ты удовольствие даешь людям непосредственно смотреть живых артистов. С чем это сравнить? И когда ты домой приходишь, садишься и говоришь: ой, как хорошо, как мы сегодня хорошо поработали. Мы о зарплате не думали, мы о выходных днях не думали. Какой там перерыв? Днем репетируешь, вечером живой выход в эфир. Но я не могу вот передать то состояние, то отношение моих коллег к работе. Это был коллектив, спаянный коллектив, который за каждое слово, за каждое движение мы отвечали. Там просто так нельзя было выходить. Вот и мне захотелось провести передачу или же что-то там, кого-то с кем-то пообщаться. Нет, был худсовет, который утверждал, соответствует ли, вот, допустим, ведущая выйти в эфир, вести передачу или нет. Тексты проверялись. Передача перед тем, как вот после репетиции просматривали и делали замечания, что в эфире вот того-то, того-то не было. Мы их до эфира устраняли, заново репетировали и потом выходили в эфир. Вот я не могу не сказать о своих, кого я там застала. Это великолепный мастер Мирденов Юрий Камбулатович. Это Бацыев Август. Ну, настолько он красиво писал, настолько богатый язык был у Бацыева. Там редактировать ничего не надо было. Садишься и работаешь, удовольствие от его текста получаешь. И ты стараешься вот все это воплотить в картинах. То есть видео, подобрать видео к этой передаче. У вас очень много музыкальных видеоматериалов было. Музыкальная работа. Вы знаете, я вот очень любила музыку. Я работала в литературно-драматической редакции, но я из-под все-таки делала какие-то передачи по музыкальной редакции. Я неравнодушна была к музыке, к оркестру нашему. Вот рядом сидит Воложанин. Пусть он мне скажет, сколько людей я пригласила и сколько молодых людей я открыла. Верно? Да, правильно. Можно я скажу про а то я могу забыть эпизод такой. Значит, к Новому году мы готовили передачу с Хостякоевой. Поехали по районам, остановились в Аллагире. Вот мы сидим, обговорили, кто приедет, что будут делать и так далее, и так далее. Вдруг Воложанин и Ким Сванов. И мне заявляет Воложанин Евгений: какой я дурак, что не женился на осетинке. Так. Потому что его музыка настолько пронизана нашими нотами, на осетинской гармошке звучанием. С тех пор, я думаю, я его больше ценю с тех пор. Сколько передач мне записали с Воложаниным. Вот вспомню дуэт этот Захоева и Алан с музыкального театра. Это не передать. Такая душевная песня получилась. Но тогда мы клипами не занимались. Мы не знали, что такое клип. Ну, 62-й год, 70-й год. Это вот сейчас где-то последние годы. Обычно на природе снимались такие номера, вот да? Мурат. И у Эмилии очень много музыкальных. Сейчас я перейду к Эмилии, как она, это у нас в запасе. Мурат прекрасную песню на слова Тотраза Кукаева, музыка Ривазовой Симы, снимали вот в парке. Но это бесподобная песня. И сняли его бесподобно это красиво. Что за песня? Да. Которая Дон песня? Хауэн, «Водопад». Да, «Водопад». Ну, Эмилия у нас особая была гостья. Во-первых, она, можно сказать, совсем не знала родного языка. Вот и говорит, она должна была перед песней что-то сказать. Или про автора, или нравится эта песня, или не нравится. Вот оперные песни и так далее. Вот ей говорит так: диктуешь, как ей говорить по-осетински. Так было, да, Эмилия? Так, да. давайте тогда перейдем. Ну, и Эмилия, и Евгений, ну, родом не из Осетии. Эмилия, вы в Нальчике
родились, потом уехали в Москву учиться и вернулись почему-то во Владикавказ, в Орджоникидзе. Ну, я имела уже предложения в театре, там, Новосибирский, Саратов, все. Ну, прислали телеграмму, Султан Евгеньевич тогда был уже министром, что открывается театр, в общем, столько обещаний было много, все. И думаю, ну что, поеду куда-то. И педагог мой сказал, ну что ты поедешь на эту Сибирь, давай дома лучше. А ну вообще ближе к дому, да? Да, ближе к дому. Вот я и приехала, блин. Ну, я не жалею вообще. Где-то бывает сожаление. Все-таки большая сцена – это совершенно другое, чем... Больше возможностей. Больше возможностей, да. Но вы очень много партий исполнили. Ну, все, что в театре было, Всё все. практически, да? Причем без дублера. Меццо-сопрано. Но потом и сопрано. Потом, да. И дублеров не было. За исключением там нескольких. А так всегда будь готов, всегда готов. Ну, мы, правда, как Тома говорит, мы работали не за деньги. Какие там деньги были, копейки. Когда музыкант получал деньги? Сейчас вот у нас все звезды там загребают 2 ноты туда-сюда, не могут спеть. И они уже... А мы работали, во-первых... Да, никто и не думал. И не думал. Просто вот и по сей день... Вот во мне лично осталось, я до сих пор люблю сцену, я люблю свою профессию. И я даже не представляю, вот когда-то же надо уходить. Я не знаю, что я буду делать, я с ума сойду. Я люблю свою профессию, люблю музыку. Это что-то, это какое-то... Ну, это Божий дар какой-то, вот я считаю. Это другой мир совсем. Что она вам сегодня дает? Ну, она всегда дает. Но то, что я слышу с большого экрана, я переключаю всегда телевизор, я не выношу то, что нам показывают. Голоса нет, но ты можешь выйти в чем попало. Чем больше ты оголился, тем это престижней. Ну вот как вот можно все это слушать? Я это не слушаю. Тут совета нет. Вот, между прочим, цензура должна быть. Должна. Потому что, может быть, она жесткая была, но все равно отбор был такой существенный. А сейчас идет, кто кому не лень, они все, как я называю, канарейка, выйдет, 2 ноты чирикнет, все. И звания сразу получают. А мы, правда, за звания не работаем. Во слабо Осетии, да? Но вот сегодня молодежь, она воспитывается, ну, на том, что есть. Как убедить молодое поколение слушать правильную музыку, классическую, джаз, ну, неважно. Я не знаю, как. Я не знаю, как. Пока им насаждают вот то, что мы слышим каждый день. Да. Я не знаю, я не слышу. Все-таки те, которые были, то поколение, во-первых, если взять музыкантов, певцов, они же все были супер, каждый личность. Каждый, кого не возьми, Зуцев, Мукагов, да все подряд, они каждый стоял на своем месте. Такие голоса не каждый театр и имел. Не каждый театр имел таких голосов. То есть сегодня у нас не рождаются талантливые? Нет. Они-то рождаются, может быть, но они воспитываются совершенно в другом ключе. Вот культура другая совершенно. Мы над каждой ноткой там, не знаю, так, но не так. Нет, надо вот так взять. Нет, надо вот... А тут сейчас вот, ну, прокричал, как Господь Бог послал. Все. Ну, какая-то музыка. И я когда вот слышу и тексты, вообще не поймешь. 3 слова будут 33 раза повторять одно и то же. Тогда и музыка была другая, композиторы были настоящие. Почему в то время эти песни никогда не умрут? А и Габараев, и Да все. Потому что они мелодичные. Мелодичные и смысловые. Сейчас же этого нет, то, что пишется. Ну, на мой взгляд, вот я слышу... Но вы считаете, это вот прям проблема сегодня в современном мире? Конечно, что нет проблема. качественной музыки? Конечно, проблема. То есть она есть, в принципе-то. Но
зритель употребляет другое? Ну, то, что показывают, то зритель и потребляет. А показывают тех, кто платит. Ну, Вот. знаете, есть... Я потом как-то однажды для себя открыла. Вот на гастроли едешь с театром. И смотришь там. Вот я, например, пою, я иду покупаю себе цветы, и кому-то говорю, ты выйдешь и вынесешь. А, да? И я удивлялась, а как вот, ну вот вынесут мне эти цветы, а как вот мне в душе-то мне противно, у меня никакой же радости нет. Пусть мне одну веточку вынесут, и я буду счастлива, потому что мою работу отметили. А вот очень много вот таких вот подводных А всяких. видите как? А знаете почему? Мне кажется, сегодня все работают на внешность, то есть на то, чтобы показать Да, другим. Да? да. Вы говорите о своем душевном состоянии, то есть вы работали для своего удовольствия. Правильно. А вот сегодня что-то поменялось, и я не пойму, в чем причина. То ли это интернет и соцсети, да, мы демонстрируем, показываем, какие мы вот лучшие из лучших. По сути. Сейчас время другое, возможностей много, все, ну, даже у нас, вот у нас даже. Музыка же не стареет. Ну, там ни голоса, ничего нету, да, и объявляют, телевидение, кстати, объявляет, звезда. Вот когда говорят звезда, я стесняюсь, честно, мне просто неловко бывает, какая там звезда. А когда ты выходишь и до звезд не достать, и тебя объявляют, и ты это сама или сам преподносишь, ну, не знаю, как это. Я тогда сейчас предлагаю послушать в вашем прекрасном исполнении несколько музыкальных номеров. Ириша, я горжусь, я тебя Иришей любовно называю, вы же моей. Конечно. Я горжусь Спасибо. тем поколением, тем, с кем я работала. Это были личности, это были великие мастера своего дела. Один человек ничего не делает. Это коллективный труд. Начиная от помощника режиссера, кончая режиссером, операторы, редакторы, все работали, все были заинтересованы преподнести передачу на оценку 5. Ну и так и преподносили, и зритель ее так и воспринимал на оценку 5. Но мне кажется, каждый зритель сегодня может вспомнить, чем закрывалась тогда телевизионный вечер, какой песней он закрывался. Вы знаете, А как вообще мой подобрали? синий город. Да-да-да. Ой,
Засыпает усталый мой город, мамы спят и влюбленные спят, дети спят, а хрустальные горы в изголовье беззвучно стоят. Мне ночами нередко снится, каких бы ни был я краях, мой синий город Орджоникидзе, любовь моя. Мне ночами нередко снится, каких бы ни был я краях, мой синий город Орджоникидзе, любовь моя. Мурат, как появилась эта песня в вашем репертуаре? Эта песня появилась, случайно появилась. Я-то вообще не считаю себя певцом, я считаю, исполнителем, как говорится. Вот, если кому интересно... Вы вот музыкант. Мы были на черных землях, и это глухомань такая страшная. И вот эти дети никогда не видели, что такое инструмент контрабас. И вот они на сцену поднялись, вот, я им там что-то пропиликал, там, да, вот эта девочка, посмотрите, как варежки у нее висят, это видно было уже холодно, вот так вот. Так что я себя никогда не считал, там, как некоторые певцы, там, я не певец, просто я могу нормально передать песню, нормально. Я еще помню, Долорес таких, как я, называла шептунами. Вот. Я не обижаюсь, потому что тогда такое время было. Я был один из первых, наверное, который начал эстрадный. Это первая песня была «Адаса что-то». А вот это раз вы меня спросили насчет «Синий город». Да, как она вообще появилась на телевидении и почему закрывала? Сейчас я скажу. Во-первых, скажу про авторов. Плиев, Алан, все его знают. Отец был, знаменитый поэт Гриш Плиев. Захов был поэт. Вот он написал, эта песня заняла первое место. Я даже не знал, мне позвонили с горисполкома и говорят, вот будет во дворце Костахи Тагурова на Остинке, будет, конкурс этих песен о Владикавказе. И мы вас просим тоже принять там участие. Я пришел, спел. А 40 этих было. И Борис Кукаев, многие композиторы и профессиональные, многие написали о своем любимом городе. И получилось так, что мы заняли первое место, потому что песня уже была до того известная. Она уже звучала тогда на телевидении? Да, конечно. Уже звучала. А то бы нас, конечно, не пригласили бы. Вот, мы получили, мне дали там как первое место. А потом уже авторов не было в живых. Супруги их не поднялись на сцену, и им тоже дали вот такие же в рамочках, вот такие первое место туда. И, конечно, это было приятно, что их нет уже, а их, вот так вот. А эта песня, с ней, еще что самое интересное. Мама отдыхала в санатории Осетия, и она всегда сидела до конца. Там тогда телевизор был, не было еще там это кино туда-сюда. И уже там всем надоела эта песня, все в конце, там кто-то говорит, Коля, пойди выруби, уже там моя песня. И свет уже в зале вырублен, а мама сидела где-то там своего сыночка послушать. И этот только за этот взялся, как она закричит там, не выключайте там. Вот такая история с этой песней. А первая ее, спела Галуева, Аза. Она ее в другой форме, в такой боевой, она такая сама была. Так вот ее пел. Она лежала, а потом я ее спел, не потому, что я там пошла. Она пошла, просто давайте. Под мой голос она подошла, да. Она песня это должна быть, многие ее очень в быстром темпе поют, а там слова-то какие. Мне
ночами нередко снится. Там теплота нужна, там ничего особого, голос и тоже не нужно. Вы знаете, что я хочу сказать? Вот каждая песня рождается, кто-то первый споет, и после этого ты никогда не... Вот лично я никогда не возьму эту песню петь, потому что это уже сложившийся... Хит. Да. Вот я хочу сказать, в частности, про Мурата. Вот все, что он пел из этих песен, вот правильно сам сказал, что он душой это делал. И после него слушать уже эту песню не будешь. Вот лично мое такое впечатление, ощущение. Мнение. Да, и убеждение, да. Потому что он настолько с лирикой, тонкой исполнительностью душевно это пел, что я даже не могу представить. Да, Аза Галуева, но она сама такая была очень экспрессивная дама. И она могла и не произвести абсолютно никакого впечатления. А он взял нутром, если так можно выразиться, душой. Все песни, которые он поет, и Саштета там, и все это уже никто не повторит так, как он делает это. Да. Никто абсолютно. Мурат, но вы вот как-то сказали о Владимире Балаеве, что он пел через сердце. Вот можно сказать, что у вас были такие вот как пример Вы знаете, Нюансы какие-то. Да, для подражания. Время Что ли. Балаева, я его и как человека знаю. Мы в одном подъезде жили, до сих пор его семья там живет. Вот. Ну, это был как вот был такой еще вот одессит. Помните, этот? Фу, я бы с головы вылетела. Утесов. Ага. То его вот Ким называл Астинским Утесовым. Конечно, до сих пор он пользуется его песней. Вот правильно говорят, что вот ему подражают многие. Вот не хочу пофамильно говорить. Я хотел бы, знаете, вот о Булате сказать пару слов. Это работяга. Вот он как пошел по одной линии, вот эта музыка, вот это его другое ничего не интересовало. Ни личная жизнь, никакие вот эти его дела не интересовали. А он был вот по-наивному до сих пор, вот как у детей остается, вот уже старик, вот, а у него вот эта наивность, вот эта порядочность до сих пор. Мы как-то в фонотеке сидели, я захожу, там девочки чай пьют, дурака валяю я, и тогда там анекдоты им рассказываю, они хохочут. А он сидит вот такие, помнишь, что мы эти были, магнитофоны, вот эти бобины. И пишет кожлаевскую лезгинку, это Дагестан, помнишь, это эстрада туда-сюда. И у него такая... А я всегда завидовал, кто вот такими обладает. Я и по гармонии двоечник был, и там это все. Я не соображал ничего в этих делах. И вот он сидит и пишет, значит, что не расслышит, опять останавливает, и мотает, чтобы... Потом опять записывает, опять. Думаю, господи, вот что он там делает? Начал его подкалывать. А он, оказывается, писал. И он уже многое написал, и тут же его вызывает, у нас не было тогда своего кабинета, и телефон на вахту обычно звали, и кто-то дверь открыл, говорит, Булат, на вахту Министерство культуры вызывает. И Булат по своей простоте мне ручку дает
и говорит: Попиши. Я с ручкой вот так остался, вот так вот с ручкой, и девочки тоже думали, я это что-то. Вот такие люди бывают до Но вы старости. грамотный музыкально. Вы сегодня в я оркестре имени Кима музыкально-то Суанова грамотный, тоже, да? но я, может, как исполнитель, может, как вот специалист на контрабасе, это да. Меня как вот контрабасиста очень ценят, отмечают всегда. Вы сегодня работаете в оркестре? Да, я продолжаю работать. Вот. У нас тоже, вот как Тома вспоминает, я 62-го года там работаю, у меня тоже есть что вспомнить. И с Симой Ревазовой мы работали вместе. Много-много там есть таких, которых я мог бы вспомнить. Мурат, тогда можно вас попросить тоже и в нашей студии, для нас, для наших зрителей, исполнить песню. Пожалуйста, просим вас на сцену нашу. Спасибо. Masashtet schausat, de kavush yamidag nainma. Majarda kalanzak, dashno vshita fashainma. Fand da fatachon, da warshta garon warachma. Walarv mamamachon, da fandaga vdish dal zachma. Walarv mamamachon, na fandaga vdish dal zachma. Mart churau majarda, na tav na warj na ruchshkane. Shanshau sad mafanday, garuch shud ya amat dag bakane. Fand da fatachon, da warshta garon warachma. Walarv mamamachon, na fandaga vdish dal zachma. Walarv mamamachon, na fandaga vdish dal zachma. Dasashtet shausa, kaydarta yazalır başayı. Majarda kalanzak, kay varshta da tarfanta amalı. Fand da fatachon, da varshta garon warachma. Walarv mamamachon, na fandaga vdish dal zachma. Masashtet schausat, de kavush yamidag nainma. Majarda kalanzak, dashno vshita fashainma. Fand da fatachon, da warshta garon warachma. Walarv mamamachon, na fandaga vdish dal zachma. Walarv mamamachon, na fandaga vdish dal zachma.
Спасибо, это было красиво, душевно, Спасибо, как пожалуйста. сказала Эмилия, через сердце. Спасибо вам большое. Евгений, народный артист Республики Северная Осетия Алания, музыкант, композитор очень красивых песен, в том числе и осетинских. Но вы родились в Казахстане. Сами сказали, что почему не женился на осетинке? Да, да. Откуда эта любовь к Осетии, к Кавказу? Знаете, все начиналось в те далекие годы. У нас в городе, он небольшой городок. Там, наверное, жило столько национальностей много. И мы, вот я старался что-то играть, то греков, то немцев, то каких-то уйгур, то каракалпаков. И все, мне нравилось это все, подбирать все это. Поэтому мы жили действительно в дружбе. Друг друга ценили, друг друга уважали. И как получилось, что я приехал в Осетию, ну вот в нашем городе жило несколько семей осетин, так сказать, Дзаксорова, Гудиеве. Вот Тамара Гудиева старшая, она здесь сейчас находится. Она преподавала в музыкальной школе у нас. И вот она все время говорит: Женя, надо тебе обязательно... То есть она вас направила, в принципе, ну, как на бы, да. кавказскую Ну, музыку. дружили, семьи дружили. Папа всегда любил музыку, он часто с ней встречался. И все время она говорила: нет, надо в Осетию. Там такая красивая ресурс, такие красивые люди, такое красивое место. Нет, тебе обязательно туда надо. Ну, то есть Казахстан, он больше, это же Южный Казахстан, там степи, холмы вот в основном там. И поэтому я мечтал, думал, да, действительно красиво это везде, горы, посмотреть все. Ну, как-то вот... Так, и приехали. Так заложилось мне сюда. Приехал сюда и убедился в том, что, да, действительно необычно, надо было привыкать к этому все. Ну, приехал, поступил вот в училище искусств сюда. Ну, закончили. Ну, еще вот в студенческие годы у меня было так сказать, сочинял некоторые произведения. И вот на своем госэкзамене сыграл свою, ну, как бы первую инструментальную мелодию. Она называлась «Мелодия гор». Или «Девичья лирическая». Ее сейчас многие исполняют и знают. И с тех пор вот как-то мне поддержали, как-то дали дорогу. И я как-то понемножечку стал сочинять и дальше. Ну вот большое влияние на меня оказало это госансамбль «Алан». После окончания... Под эту песню, если я не ошибаюсь, Альбина Баева тоже танцевала, да? Ну, да. Было? Да, точно, да, танцевали, да. И вот в госансамбле, когда мы работали, вот эту, да, мелодию использовали. Ну, еще есть такой маленький произведительский парень, Плив Махар танцевал, тоже мое произведение как бы было. Ну, вот даже в то время, мне как-то старались поддержать. И я в это время, тем более ездили мы часто, гастроли были частые, и из одного города в другой, из одной в республике. Мы почти весь Советский Союз тогда объездили. И я во многих вот республиках, мне нравились разные национальности, я очень интернационалист, любил разные мелодии. Ну, я думаю, что мне самое главное, чтобы поддержали как композитора-песенника Гиго Цагараев. Этот человек был действительно... Мог написать на готовую мелодию, то есть слова. То есть не каждый может написать. У нас много песен, но не каждый может. И поэтому вот он мне помог много. Поэтому и первые появились мои песенные произведения. Тогда как раз состоялось мое знакомство с Аллой Хадиковой. Она работала на фирме. А тут раз Кукаев. Да, но я еще не дошел до этого. Поэтому я говорю, пока произведения, которые выставили мы, я свои произведения на телевидении, это были тут на слова Гиго Цагараева. Да. А после появился же и тот раз Кукаев. Да, это действительно тоже песенник. Я до сих пор его очень люблю, уважаю. Он пишет здорово. И именно на мелодии может написать. Но вот вы в то время слушателя привлекали еще и за счет, наверное, концертов в селах, когда выезжали. Да. Телевидение было не очень доступно, да, для сельского населения. И таким образом вы выезжали с концертами, да? Да, конечно. Вот, как это было, расскажите, как воспринимали? Да, это в основном сначала мы выезжали с госансамблем «Алан».
Везде нас встречали. Это, я тогда впервые вижу, как с хлебом, солью, с этим, да накрывали столы. Такое впервые видел. У нас нигде такого не было. Но там так здорово любили. Вообще, осетины любят танец. Они от природы все, наверное, танцоры. Но дело в том, что я-то работал еще в Госфилармонии. И вот там-то мне свела судьба с нашим выдающимся певцом вот Кимом Суановым. Вот действительно, где мы ездили, у нас, наверное, не было дня такого, чтобы мы куда-то не поехали. Везде его звали, везде приглашали. По 2-3 концерта было, он пел. Просто это, я не знаю, неординарный человек был. Его не успели мы приезжать в село, как его встречали уже на улице. Народ толпился, говорит, он, наверное, кого-то приезжаем, Кима Суанова встречаем. Это надо, как ее любили. А давайте тогда вспомним его и тоже послушаем одну из его песен. Яркой радугой цветов расцветает росистый луг у реки. Всюду ты, только ты. Вот вы говорите, его очень любили. Ну, понятно, сильный голос был, исполнение душевное. Что еще? Не знаю, наверное, профессионалист тоже. И вот он мог через сердце передать. Это надо не голосом все это делать. Ким был же разножанровый певец. Он ведь и пел и народные песни, и эстрадные песни, да. И он Россию всю пел. Он это, русский, я не знаю, да, он патриотические песни, особенно для военных, для ветеранов пел. Да, это его и поклониться уважать. Да, ну что, ну это много песен. Ой, какая песня, правда. Да. Как бы гимном нашей республики стала вот для ветеранов. Я да. говорю, что большая сцена, все равно большая сцена. Вот такой, как Ким был бы у нас в столице, то он был славен не только в Осетии, но по всему миру бы прошел. Но, к сожалению, вот у нас такой возможности не было. Ну, детище его действительно, он был вообще, как и выдающийся организатор, наверное, в такое тяжелое время, во время развала. Да, это благодаря его Союза он организовал Национальный эстрадный оркестр. Вы знаете, я тебя перебил, в то время министр культуры? МВД, или как называется, он русские песни пел, и вот он обожал, когда Ким поет. И как-то мы проходили по площади Свободы, и этот Комиссаров тоже с охраной, ну какая охрана там, 1-2 человека было. И они с Кимом встретились, начали я там где-то на каком-то заднем плане, и потом он подзывает этого фотографа. Значит, и фотограф пришел, значит, их двоих сфотографировал. А знакомство, как у нас с Кимом такое появилось, он на радио, я тогда не знал, он от сети работал, от филармонии, я разъезжал, и появился первый раз у нас, ну, мы, ребята, куда-то пошли, столы сдвинули, хорошо его угостили, а он в то время работал директором, вот где вот эти лошади стоят, как это? Дворец профсоюзов раньше был назывался. Электрон. Ну, не меньше электрон. И у него там были всякие... Дворец молодежи. Да. Раньше профсоюзов назывался, а потом электрон стал.
И там, значит, кройки и шитья, кабинеты были. Там были, значит, кабинеты всякие, искусства, там это все по искусству. Да. А мы все на одной зарплате сидели, и все мечтали еще где-то подрабатывать. Ну и уже когда мы подпили немножко, я Киму говорю: Ким, ишь ты каштмаман рад, дай мне какую-нибудь работу тоже там. Вот, и я говорю: знаешь, вот, что я заработаю, такая песня есть, вот, патриотическая. Тебе половину и мне половину. А он так улыбнулся, значит, он оказался хитрецом. Мурик, а ты знаешь, еще одна такая песня есть. Напрасно старушка ждет сына домой. Ответил песню. Вот такой хитрец оказался. Так что... Ну, вообще, вот можно сказать, что ваша профессия, профессия музыканта, она в течение жизни меняет вас? Конечно. Меняет, наверное, к лучшему меняет, наверное, все-таки. Больше понимать людей, больше действительно, когда больше сочиняешь песни, когда тебе действительно поздравляют с этим. Приятно это слушать, что все-таки я не зря живу на этой земле. А стараюсь как-то вот для народа, и народ мне как-то штербужит ему, народу, что он меня всегда поддерживал, поддерживает. Эмилия, а вот вам как-то сказали, ну, напомните, где это было, что с таким мягким характером выжить очень сложно в театре оперы и балета, вообще в оперном искусстве. Было такое? Было. Мне в Большом театре Архипова пришла Большом ко театре, мне да. на урок. И концертмейстер ее позвал и говорит: не знаю, говорит, как это досконально. Девку несет наверх и все. А я ж как Мэтца приехала. И я уже всю Амнерис спела на уроке. Конечно, я подустала, партия нелегкая. И пришла Архипова. Ну, давай, спой, пожалуйста. Я говорю: да я что-то приустала. Она: ну, ничего, немного спой. Она меня послушала, потом говорит: вот я смотрю на тебя, у тебя в характере стервозность есть? Я говорю: вроде нет. Вот и я вижу, что нет. А такие, как ты, в театре не выживают. Певица должна быть стервой. Ну, я с этим, конечно, не согласилась. И тогда, и сейчас считаю, что нужно быть человеком, да. Ну, просто во мне они не распознали даже того, что я сама. Нет, я ругаться не могу. Я там скандалить не могу. Но все, что касается работы, у меня стержень крепкий очень. И я как-то сказала: со мной не надо там в кулуарные там дрязги, все. Состязайтесь со мной, вот, выходите на сцену и все. Кто что может, покажите. И я, если ты лучше сделаешь, я подойду, скажу лучше. Люблю я там, не люблю, уважаю, не уважаю, я все равно всегда говорю: если он хорошо сделал, он сделал хорошо. Вот я пришла... Меня пригласили сняться в фильме «Город на Тереке», который я, к сожалению, ни разу не видела и мечтаю увидеть. Боцеева Юры. Сценарий он снимал. У нас здесь, во Владикавказе, Да. снимался фильм И, значит, меня попросили спеть песню об Орджоникидзе Гуржибекова. Вот эта песня, это мое начало было. И, ну, я говорю, не могу, надо педагога спросить. У меня через 4 дня госэкзамены. Ада Тумаева позвонила. Она говорит: ну что, обязательно надо педагогу докладывать? Ну а как же не обязательно? Я спрошу, можно или не можно. Я пришла на, значит, Нусинова. Вы должны были спросить, можно ли исполнить эту Можно песню? ли мне Или сниматься? просто отлучиться, да, на время? Потому что госэкзамен, это поняла. же все, серьезно все. Я ей говорю: вот меня пригласили вот спеть Гуржибековой песню. Она говорит: я категорически запрещаю. Ты в своем уме? Тебе через 3 дня петь госэкзамен. Я звоню Аде и говорю: она мне не разрешает. На что Ада отвечает: что нужно все докладывать? Иди, она не узнает. Это же фильм. Ну, когда, это уже потом, когда он выйдет, этот фильм. Я пришла.
на студию захожу, я еще Каталиеву мало знала. Я знала, что Каталиева, она-то приглашена была на эти съемки. И, видимо, что-то там, не знаю как, ну, в общем, не могу сказать, почему, ну, в общем, вызвали меня. Ну, все уже там, запись дают, а я не могу. Я стесняюсь ее, это же заслуженная артистка России, а я кто? Никто вообще. Меня спрашивают, в чем дело? То меня загримируют, я вся мокрая, опять меня припудрят там. И вот так длилось, пока я сказала, я не буду петь, пока вот Мария Сергеевна здесь в студии, потому что, ну, комплексую, не могу. Ну, ее попросили удалиться, да. И когда я уже спела, и вот я почему спрашиваю, вот с этой песней началась моя, так сказать, песенная, если можно сказать, карьера. Я очень относилась, говорю, ой, астинскую песню где-то петь, а кто поймет? Но здесь я обязана очень многим Булату Газданову. Он мне говорит, что осетинская песня хуже других песен? Но я, во-первых, еще на астинском очень и не разговаривала, плохо говорила. И когда уже позже мы стали гастролировать там, в Европе, и где только они побывали, и как-то в Риме концерт 5000 народу. У меня программа своя, он говорит, в Шатин жар. Булат. Да. В общем, он настоял. И открывать мы стали, значит, я начала петь. Но мы не делали ее в народном стиле, как вот обычно поют. Я выходила рано на проспект, я смотрела, как солнце луч в ложбинах гор, там все. Это я на самом деле делала тщательно все. И вот мы с ним спланировали, значит, первый куплет на пианиссимо. Ну, так, как волновалась я в Италии, нигде в жизни. Так. Много поездила. Ну, это школа Бельканто, там все. И мы сделали пиано, потом сразу фортиссимо, второй куплет, третий уже мецце вочи пошли, а четвертый ушли на нет. Я спела «Гробовая тишина». Я в ужасе, что все провалилось. Я на него такими злыми глазами посмотрела, думаю, я не знаю, что я с тобой сделаю. Я так стою на сцене, и вдруг гром, какой-то гром. Это только не поймите, что я такая хорошая, себя нахваливаю. Вот живой Булат Гапоевич. И, ну и слышу... Реакция пошла. Реакция такая бурная была, что и кричат «Мария Каллас Брави». И вот тут я заплакала на сцене. А он сидит... Фетай, 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 шмахер, он жарок наважит. Вот этот весь Булат был. Причем... Меня еще что вот удивляло, он меня каждый раз спрашивал, а ты завтра в чем петь будешь? Я говорю, тебе какое дело, в чем я буду петь? Какого цвета у тебя будет платье? И он каждый раз в тон мне одевался. Ага. Это вот как правило было такое. И уже мы стали, тогда я поняла, что и где бы мы ни были, мы всегда обязательно открывались астинской песней. Всегда я пела астинскую песню. Ну вот эта песня, ключевая моя об Орджоникидзе, я сейчас слушаю, ее очень хорошо поют. Фидан, да? Фидан, да. Ну, мне не нравится, почему могут переделывать текст. Почему нельзя в первозданном виде петь, что тогда мы пели Орджоникидзе. Сейчас «Любовь моя». Владикавказ там это... И еще мне очень всегда как-то немножко смущает, когда начинают переделывать на современный лад. Она теряет, я в данном случае не говорю об этой песне конкретно, а просто теряется колорит, теряется характер, теряется... Но от песни остается скелет какой-то. Ну, может быть, потому, чтобы песня продолжала жить. Ну, знаете, меняется и гармония там, и мелодия Понимаете, иногда меняется. Ира, И получается, что какая-то песня непонятная, что это за полупесня так
раньше звучала, а половина как-то современная. Ну так тоже нельзя делать. И «Синий город». Песня тоже. становится танцевальным, Да. ритм какой-то. Нельзя характер ее менять, Я нельзя, конечно. думаю, я, может, Не мелодию ошибаюсь. слушать, а иди и танцуй. Да, я ошибаюсь, может быть, да, но вот это мое вот внутреннее, вот я не воспринимаю это. Вы поете так, как ее пели. Вот сейчас давайте Утесова песни все перепоем, каждый на свой лад, и уже не будет от этой песни ничего, потому что я всегда говорю, тот, кто первый спел, переиначивать уже не надо. Не надо это, потому что она на самом деле колорит теряет, характер теряет, вот это. Ну, вот по поводу того, чего... Да это даже и на центральном телевидении смотришь, что-то меняют тоже. Песни вот эти старого времени берут и меняют их, и гармония меняется, и как-то вот и стиль другой. Ну, как-то неприемлемо. Невкусно. Да. Да, вот так вот. Да, хорошее слово, Эмилия. А вот тогда, если, ну так вот, вашу речь подытожить, осетинская песня, какая она? Вот вы ведь говорите, что вы после того случая вы везде ее исполняли. Чем она отличается, эта песня? Ну, смотрите, я приехала сюда, на самом деле, не зная языка, Да. не воспитывалась, ничего. Родители сами отсюда, естественно. У меня это отец Унальский, мама Бирокзанская, но она родилась в Баку. И, ну, стечение обстоятельств, вы знаете тогда, какие дела были, все, пришлось ему уехать отсюда. Вот и мы с сестрой там родились. То есть родители, мама говорила, из-за вас я уже ируанал зурунтарнал жонан. Я вообще не говорила. Я пошла, ты иди принеси, попроси лопату нашу у соседа. Я пришла и говорю, Зираша, обел кау? То есть, ну как она плачет, лопата. Вот и все надо мной смеялись. И в театре меня все время передразнивали. Помните, объявили Элкан Цахулай? И меня попросили как-то на телевидении на Новый год огонек. Ну вот ты скажи, артакката кулата илка димажар, что моя так волновалась. Артакката илка ти кулай мажар. А это был прямой эфир. Прямой эфир был, да. Ну, и знаете, что в этой наша песня, вот я уважаю культуру всех народов, но я осетинка, и я люблю свою песню. И более мелодичной песни, чем наша, вот я не знаю. Пусть никто на меня не обижается, но наши песни все с мелодикой. И язык наш красивый, потому что я, когда сюда приехала, стала в театре петь Олана, там спектакли, там Коста, все. И звонить педагогу, Шумская у меня была в Москве, она говорила, почему гортанный призвук? Я говорю, ну нет, Елизавета Владимировна, какой гортанный? Ну есть же немножко это есть у нас тоже. Но это вот если взять кабардинский, у них тяжелый язык, все вот. У нас этого нет. И то все-таки она слышала, она как педагог. Я говорю, ну мне приходится петь спектакли на осетинском. Я вам запрещаю. Я говорю, Елизавета Владимировна, это запретить нельзя, потому что я дочь своего народа, я должна петь на своем языке тоже. Даже в ущерб, пусть будет это не так академично, но... Поэтому я говорю, все песни, которые я пела, все подбирал Булат. Вот. Они мне все дороги. И это классика. Это классика. Все, что вот пели вот тогда, вот, ну, и я, и мои коллеги, все. Это классика. Уже таких песен нет. И вряд ли будет еще. Я тогда предлагаю Евгению, как композитору, исполнить для нас что-то вот такое осетинское. Хочу посвятить вот это инструментальное произведение нашей известной танцовщицы Альбине Баевой.
с которой я много лет проработал, вот самый Алан. Но она так и называется «На крыльях танцев». То есть вот Кафты Бажертов. То есть вот все, душа у нее, она вся в танце была. Она все отдавала зрителям, ее не отпускали не просто так. Всегда столько было аплодисментов, и я вот решил, думаю, ну надо посвятить ей. Ну, к сожалению, не успели, когда она пока живая была, пока готовили там творческий вечер, и не успели это сделать. И, ну, пускай она живет, эта песня, пускай она будет. Я везде буду стараться играть ее, потому что я почти всю жизнь в танце. Наверное, приехал сюда, только закончил учить, и все, с ансамблем «Алан» у меня все танцевальные коллективы. И в Госфилармонии работал с Азой Цгоевой, тогда танцовщицей, да, вот мы ездили, тоже разъезжали по разным нашим городам, вечером, как говорится. Ну и я не знаю, в училище с концертмейстером был, также вот с хореографическим отделением связан был. Сейчас в лицее искусств работаю тоже, также танцевальной хореографии. То есть везде хореография, где-то можно, где-то что-то свое показать, что-то я люблю, что-то сочинить, там что-то надо, сейчас эти сделаем. То есть много каких-то произведений инструментальных моих там играется в танцах. Так что мне приятно, что я как-то в творчестве все-таки Я когда не знала, что он волжанин, извини, я думала, он осетин. Серьезно. Мне кажется, многие так думали. Да. Евгений, тогда на сцену, пожалуйста. Спасибо.
Евгений, спасибо большое. Ну, правда, очень красивая мелодия. Ну, у Тамары много что есть рассказать. Я так смотрю, фотографий очень много на столе. Ох, как я Мама вспомнила. наш патриарх, так что с нее это патриарх. Я помню телевидения, Воложанина история. еще, когда он работал фирма «Казбек» с Аллой Хадиковой. Впервые культуру нашей республики люди узнавали от нас. Все время у нас вокруг нашей редакции было шумно. А вот вы говорите про худсовет. А бывало так, что мимо худсовета кто-то в Нет. вашу программу Нет, скользнул? никогда нет. Потому что просматривались после репетиции, я же говорила, после репетицию просматривали худсовет. Там или 2-3 человека, но обязательно главный режиссер, главный редактор. Какие-то замечания устраняли. Без худсовета у нас и не туда, и не туда. И муха не Ну, пролетит. также и в песнях также худсовет был, также нас и мелодию Да. утверждали, и слова утверждали, так что не так все просто было. Где-то Не замечание просто так. делала, а что-то Захотела отклонялось. петь и спела, да? Так Ну не да, бывало. Нет, смотрят, говорят, это похожая мелодия чья-то на чью-то. То есть тогда... В какое время я работала, в какое время становления телевидения я узнала и познала, и жила в ней. Я жила, можно сказать, духом телевидения. Спасибо, Тамара. Но вот Мурат чуть раньше сказал о Булате Гапоевиче, что он как пошел по этому направлению музыкальному, так и идет по сей день. А вот мне вас хочется спросить, а не сложно идти вот по одному направлению? Не хотелось никогда его поменять? Потому что сегодня, мне кажется, многие могут свою профессию, ну, как говорят психологи, 5 лет, и ты меняешь профессию, и еще 5 лет. Никогда не хотелось? Даже в мыслях не Это было костяк. никогда. Это на всю корень. жизнь любовь. Но мы, вот, Это старшее нужно- поколение, да. Знаете Мы не что? меняем Это ничего. поменять может тот, кто... То есть не так я скажу. Этого сделать не может человек, который влюблен в музыку. Вот все. Больше не дано абсолютно. Я вот сейчас... Я 6 лет, меня Лариса Гергиева уговаривала идти преподавать в колледж. Колледж искусств. Я говорю, нет, я не хочу. Я даже думать не хочу. почему? Ну, не знаю, я вот не хотела, и все. Не хотелось мне идти туда. Ну, и так вот стечение обстоятельств сложились. В самый трудный момент она мне подходит, в моей жизни. И она говорит, возьми учениц. Как раз Коста был спектакль, и я переодевалась на спектакль. Я говорю, нет. Она говорит, возьми учениц. Я так повернулась, я говорю, ладно, одну. Она говорит, 2. Я говорю, ну ладно, 2. Ну потом уже 2 и, 3, дальше. и 4. Нет, 4, да. Вот. И вдруг я поняла, что... Ну, я думала, что это не мое дело. Но все, что ты получал от педагогов своих, вот это сидело во мне очень долго, и оно все выплеснулось. И я пришла к выводу, что это вторая жизнь моя началась. Вам захотелось передавать свой опыт? Да, и я очень... Вот 2 года у меня не было ни одного выходного. Ни одного. Совершенно. Когда в театре выходной, там рабочие дни. То есть нету абсолютно. Но я получаю такое удовлетворение, потому что мои ученицы идут, дай Бог, каждому. Вот так вот, с первых дней. И я точно так же запрещаю, вот Женя говорит, я твою ученицу попросил спеть, она сказала, что я не разрешаю. Ну, 1-й, 2-й курс не разрешаю, потому что они джаз начинают петь, там эстраду, а это мешает. Я говорю, вот когда ты сейчас вот все уже схватишь, тогда ради Бога пой, что хочешь. Но сейчас они еще только выстраивают все это, и это вредно. Это невозможно. Поэтому я не... Но уже, Евгений, уже эта девочка уже 4 пела. Вот сейчас все ученицы пели 8 мая, вот День Победы,
юношеской библиотеки на проспекте. На ура просто, на ура, что там люди сидели и плакали. Это радость уже другого этого плана, да, что как уровня. педагог, у другого уровня, как педагог. Получаешь, да. Вот я сейчас вот... А мысли уйти нет, абсолютно нет. Я не выдержу. Спасибо вам большое. Мне кажется, что, мое такое впечатление, что вы, в своей профессии счастливые люди. Ну да, так можно. Потому что, еще раз говорю, мы не за день, потом такие там деньги были, только, как это сказать, плакать, глядя на эти деньги. А, собственно, и сейчас тоже. Вот в данный момент, сейчас, вот, когда стал театр Мариинским, уже немножко, так сказать, ощутимо повысили зарплаты. А так мы получали копейки. Народный ты России или перенародный. Меня спросила Образцова, сколько ты получаешь. Нет, что ты поешь? Я говорю, вот. А первый спектакль, я говорю, Кармен. Она говорит, да ладно. Я говорю, почему да ладно? Она говорит, я 10 лет шла. Я говорю, я пришла и сразу в первый же сходу. Да вообще музыка лечит, наверное. И она говорит, а сколько получаешь? Я говорю, не скажу. Потому что мне было стыдно сказать, сколько я получаю. Но она меня так взяла за горло. Я говорю, вот столько. Она, что там, у вас с ума сошли, что ли, такие партии, вот так. Я тоже как-то задала одному товарищу вопрос. Мы заканчивали, так, все граждане, так сказать, сейчас Россия, тогда Советского Союза, и мы заканчивали тоже столичные вузы, как и все. Вот. Почему-то мы всегда получали копейки, а у них на несколько порядков выше. Я говорю, это справедливо? И педагоги же те же самые преподавали. Несправедливо. Несправедливо. Поэтому я говорю, тот, кто в музыке себя посвящает музыке, он только, и никто меня не переубедит, только за любовь к музыке. Потому что с той оплатой, которую мы получали, невозможно было жить. Евгений, вы хотели сказать о том, что музыка лечит? Да, лечит и вообще доставляет большое удовольствие, когда получается какая-то красивая песня. Что когда певец спел, и понравилось, когда людям нравится. Лечит слушателя или вас лечит, Нет, как композитора? прежде всего меня лечит тоже. Когда вот от удовольствия, то, что когда красиво что-то получается, тогда вот она продлевает как бы жить. Да. И поэтому и народ, когда это приветствует, то намного приятнее все-таки для своего сердца, для своей души тоже. Тамара, но для вас тоже музыка особое место занимала в вашем творчестве. Для меня, не знаю, как пацах, мауды пацах. Спасибо большое вам за ваш талант, за ваше творчество, за вашу работу. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, поделились своими такими теплыми воспоминаниями. Это очень ценно и дорого. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам, что вы нас вспомнили. Всегда вам рады. Всегда рады в нашей студии. Всех благ вам. Настоящее искусство, как хорошее вино, с годами становится все лучше. И сейчас мы с удовольствием слушаем песни прошлых лет не только из-за того, что с ними прошла наша юность, но и потому, что они настоящие. Оставайтесь в своем кругу, и пусть в душе у вас всегда звучит музыка.